В день гибели крымско-татарского летчика здесь собралось много людей. Власти республики, руководство города, представители общественных организаций – все, кому дорога память о великом герое. Мы должны знать своих героев. У нашего народа 9 признанных, а их еще больше. Многих представляли к званиям, но не все получали. Амитхан Султан еще и дважды герой. В период Великой Отечественной войны Амитхан Султаном было осуществлено 603 боевых вылета, проведено 150 воздушных боев. Лично и в составе летных групп было сбито 49 самолетов противника. В годы войны он был в десятке лучших летчиков Советского Союза. Будущее поколение всегда должно знать историю и всегда подчеркивать важные вехи того, какие были патриоты и герои вообще в истории советского народа, уже в истории Крыма и России. Поэтому это объединяет, это дает веру в то, что мы в любом случае сильная нация, сильное поколение. Всех подвигов и заслуг великого аса не перечесть. В знак памяти и уважения в его честь звучали стихи и песни. Следующий год во многом особенный. 100 лет со дня рождения и 49 со дня смерти дважды Героя Советского Союза. Власти обещают основательно подготовиться. В планах даже установка монумента. Несколько дней назад у меня был заведующий кафедрой архитектуры КФУ, которая принесла проект памятнику, достаточно монументальное сооружение. И сейчас в администрации города пока что в рамках обсуждения ведется, скажем так, первоначальная работа по возможности установки данного памятника. Сегодня памятные мероприятия проходят и в Алупке, в музее имени Амитхана Султана. Наджия Исаева, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет.